Oh, aga zuhte. Ina barduste. I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan. 2 июля американское издательство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно приютить 9 тысяч афганцев, которые помогали коалиционным войскам в Афганистане. Издание отметило, что в случае согласия правительств этих стран США начнут более широкое сотрудничество со странами Центральной Азии в отношении Афганистана. Россия выразила свое категорическое несогласие с подобного рода контактами. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество. Издание также отмечает, что 1 июля в Вашингтоне прошли отдельные встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Таджикистана и Узбекистана, в рамках которых обсуждалась инициатива США по размещению афганцев. Один из источников издания, знакомый с запросом, сообщил, что на этих встречах американцы предложили такое соглашение, которое позволит им собирать разведданные и проводить наблюдения и военную разведку с территории этих государств. Кроме того, совсем недавно во время брифинга с журналистами, отвечая на вопрос о том, намерены ли США строить военные базы в Таджикистане и Узбекистане, представитель Пентагона Джон Кирби сказал: «Мы вместе с коллегами из Госдепа общаемся с пограничными странами и пытаемся понять, какие возможности могут там появиться. Я предоставлю этим странам самим говорить на свой счет». Стоит отметить, что первые сообщения о намерении Соединенных Штатов разместить свои военные объекты на территории стран Центральной Азии появились уже в начале мая текущего года. Так, 8 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане и Таджикистане. Однако большое военное присутствие России в этом регионе, нарастающее влияние Китая и напряженность в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы по созданию баз в Центральной Азии, отмечало тогда издание. Такое развитие событий совсем не устраивает Москву, которая не собирается делиться своим влиянием в этом регионе. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что процесс вывода войск США из Афганистана не должен превратиться в передислокацию инфраструктуры США и НАТО, особенно в страны Центральной Азии. Такой сигнал нами уже направлен Вашингтону на различных уровнях. Надеюсь, он будет услышан, сказал Кабулов. Напомним, что вывод американских войск был согласован с крылом талибов на переговорах в Дохе в феврале 2020 года. По условиям соглашения между США и Талибан, американцы обязались вывести свой и натовский военный контингент в течение 14 месяцев, а также снять санкции с талибов. В свою очередь, умеренное крыло талибов обязалось не нападать на иностранный контингент и отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны. Помимо этого, они должны были начать взаимодействие с Советом Безопасности ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка. Стоит отметить, что талибы ни в политическом, ни в военном плане не представляют реальную угрозу для безопасности США, но американцы всегда манипулировали темой безопасности для достижения своих политических целей. Примечательно и то, как талибы за последние 2 месяца захватили без значительных усилий значительную часть территории Афганистана, особенно в северных областях, граничащих со странами Центральной Азии. Отметим, что северные области Афганистана населены преимущественно таджиками и узбеками, и талибы не могли захватить их даже тогда, когда находились у власти с 1996 по 2001 год. Наблюдатель отмечает, что правительственные войска оставляют населенные пункты без должного сопротивления талибам, а сотни из них даже перешли таджикско-афганскую и узбекско-афганскую границу. Так, утром в понедельник пресс-служба погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщила, что в ночь с 4 на 5 июня 1037 афганских военных пересекли таджикско-афганскую границу, в то время как талибы взяли под свой полный контроль несколько приграничных районов афганской провинции Бадахшан, которые имеют общую с Таджикистаном границу протяженностью 910 километров.
Днем ранее пресс-центр погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщил, что 4 июля вооруженная группа движения «Талибан» захватила без боя уезд Хохон афганской провинции Бадахшан, в связи с чем 94 военнослужащих вооруженных сил Афганистана отступили и в целях сохранения своих жизней пересекли государственную границу на участке Шахон, пограничного отряда в районе Шамсиддин-Шохин, бывший Шуроабад, и вошли на территорию Таджикистана. В своей статье 4 июля Аль-Джазира пишет, что по словам члена Совета провинции Мухиб Аль-Рахман, успехи в северо-восточной провинции Бадахшан в последние дни в основном были получены вооруженной группировкой без боевых действий. К сожалению, большинство районов без боя оставлено талибам, заявил он. По его словам, за последние 3 дня 10 районов пали от рук талибов, 8 из которых без боя. Аль-Джазира также сообщила, что представитель Талибан Забихулла Муджахид подтвердил падение районов и сказал, что большинство из них было взято без боя. Во время предыдущих капитуляций талибы демонстрировали видео, на которых афганские солдаты берут деньги на проезд и возвращаются в свои дома. Напомним, что талибы захватывают также приграничные с Узбекистаном районы, и афганские военные несколько раз переходили и на узбекскую территорию. В начале июля они также захватили приграничный с Туркменистаном район Андхой в провинции Фарьяб, где находится сухой порт Акина, через который осуществляется импорт туркменских товаров и продуктов питания. Как передает издание Минаф, 13 из 14 районов этой провинции перешли под контроль талибов. 7 июля спутник Таджикистана в одной из своих статей сообщил, что министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар недавно заявил о том, что сдача районов и провинций талибам является выработанным планом афганского правительства для достижения мира с талибами. Комментируя ситуацию в Афганистане, журналист Фахриддин Холбек в своей статье под названием «Сдача талибам части страны – это спланированная акция руководства Афганистана» пишет: «Сам официальный Кабул в лице министра иностранных дел и даже президент Афганистана Ашрафа Гани признали, что территории они отдают преднамеренно по какому-то плану. Они называют сдачу территорий талибам тактическим отступлением и заверяют, что вскоре вернут их. Беда заключается именно в этом. Большинство районов, где появляются талибы, сдаются без боя, и это вопрос, который требует ответа. А когда правительственные силы собираются дать отпор боевикам Талибан, правительство Гани приказывает им сдавать позиции и не сопротивляться. И это удивительный факт», — говорит эксперт. В свою очередь, Россия также предпринимает шаги для недопущения реализации планов США по налаживанию военного сотрудничества со странами Центральной Азии. Так, 7 июля информагентство ТАСС сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса заявил следующее. И мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников. Министр напомнил, что Путин провел беседы с российскими ставленниками из Таджикистана и Узбекистана и находится в контакте и с другими центральноазиатскими лидерами. Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители секретариата этой организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету. По мнению наблюдателей, вывод американских войск по согласованию с талибами обусловлен желанием США укрепиться в Центральноазиатском регионе, и продвижение талибов именно в этом направлении не являются случайностью. Эксперты и аналитики усматривают в усилении талибов в северных областях, в которых традиционно были сильны антиталибовские силы, в сдаче афганскими военными без боя своих позиций в приграничных с Таджикистаном и Узбекистаном районах, а также в переходе сотен афганских военных на таджикские и узбекские территории, своего рода давление на страны Центральной Азии, что наглядно демонстрирует намерение США бороться за влияние в этом стратегически важном регионе.
Это уже далеко не первый раз, когда мусульмане становятся заложниками борьбы между колониальными державами за влияние в странах исламского мира в погоне за политическими и экономическими выгодами. Россия, начиная со времен царской России, колонизировала центральноазиатский регион и начала экономическую и культурную экспансию этих земель, отобрав у нас наши материальные богатства и пытаясь отдалить нас от нашей культуры и религии. Даже после обретения так называемой независимости страны Центральной Азии все еще остаются зависимыми от России во многих аспектах внутренней и внешней политики. Такая же участь настигла афганцев, которые попали под гнет англосаксов. Уже более 1,5 века, как мусульмане всего мира страдают от последствий борьбы между колонизаторами, для которых наивысшей ценностью являются материальные блага, а человеческая жизнь не имеет никакого значения.